Приветствую, друзья! С вами я, Саха Миша. Ну, как раньше называли, Якут Миша. Ну, так меня многие люди до сих пор помнят, Якут Миша. Сегодня я хочу рассказать, ну, посоветовать ребятам, кто вот только вновь на СВО собрался, либо, ну, кто добровольцем собрался ехать по контракту. Ну, как свои, как сказать, свое, то, что я посоветовать, как бы, и поделиться своим опытом. Перед тем, как поехать туда добровольцем, вы должны осознавать, что вы можете там умереть. Ну, это же война же, там же не игрушки, там ничего хорошего нету, в принципе. Я бы не советовал, но те, кто вот патриоты, кто едут, вот тем, скорее всего, для них вот я и поделюсь своим советом и опытом. Если, допустим, незначительные ограничения по здоровью есть, мол, ну, вас возьмут, пойдут вам навстречу, потому что навстречу пойдут, потому что, ну, главное желание должно быть у вас. Желание и желание. Если желание есть, я там вот когда вот, получается, меня мобилизовали, я приехал туда, я даже видел там люди там старшего возраста были, 65, там 68 лет даже были люди, которые вот по контракту добровольцами поехали. И получается, ну, вы придете в военкомат, напишите там заявление и предоставите военный билет. Если нет военного билета, то паспорт вам сделают справку и выпишут вам. Потом начнутся сборы. Желательно с собой экипировку брать здесь, откуда вы уезжаете. Вот, допустим, возьмите большой тактический рюкзак, купите себе. Плотный, крепкий, не такой, который вы там в лес по грибы ходите, а конкретно плотный рюкзак, который от дождя спасет там. Ну, непромокаемый. Возьмите, купите себе форму. Там вам дадут ВКПБО форму. Ну, она нормальная, но в принципе для себя все равно сейчас новая форма появилась. Тоже ВКПБО есть, только продается, такую не выдают. Там есть налокотники, наколенники, они прямо там, ну, вшиты в самой форме. А вот эти сами, которые отдельно наколенники, налокотники, не покупайте. Они неудобны очень. Они, во-первых, будут стягивать вас, постоянно спадывать, там, влево-вправо уходить. Ну, очень неудобные. Ну, возможно, кто-то вот, если в городских условиях, допустим, то, да, оно, если при интенсивном бое, там, при атаке, там, в жилых помещениях, где бетон, возможно, оно нормально. Ну, вот желательно купить форму ВКПБО, которая продается уже сшитыми наколенниками, налокотниками. Там ничего такого, они без веревок, без резинок, как говорится. Просто там на липучке ее подтянул маленько, оттянул, как тебе удобно самому. Потом еще возьмите побольше влажных салфеток, потому что там салфетки очень нужны, потому что где-то там мыться будешь. У тебя таких условий там не будет при боевых условиях. Постоянно, ты же не на курорте находишься, правильно, поэтому влажные салфетки возьмите, будете мыться, подмываться ими. Очень удобная штука, оказывается. Сразу можете 10 пачек брать. Потом то, что вот здесь выдают вот волонтеры, да, форму, не берите, она, как сказать, ну, не приспособленная для боевых действий, она, не, как сказать, материал такой у них не, как объяснить, ну, не военный материал, он рвется там, неудобно, лишний вес будет просто для рюкзака. Возьмите якутский нож с собой обязательно. У кого нету, ребята, купите, потому что если с якутским ножом будет, это марка, там якутов уважают. Если ты с ножом будешь ходить, там разрешают даже с ножом ходить, с якутским, потому что везде в части, везде вы будете с ножом, с якутским ходить, это ваш друг будет. И отличительная марка, что вы из Якутии, и ваш друг будет он. Всех якутов везде уважают, потому что якуты там сплоченно держатся друг за друга.
Наши земляки, Сахалар. Так, еще что надо купить? Купите вот эти, помните, вот такие есть зажигалки, только с фонариком-то. Они очень удобные. Раз так посветил маленький, все там. Большим фонариком же не будешь там бегать, палить себя, правильно же, издалека тебе видно будет. А так раз маленько посветил и все. Еще что взять? Еще что взять? Да, задний план у меня не айс. Надо это все убрать. Тут маленькая перестановочка. На балконе сижу я. Здесь курить можешь поэтому. Так, возьмите потом вот эти такие есть. Ну, туриста, нож туриста с ложкой, с вилкой. Он очень вам пригодится. Газовую горелку возьмите, баллоны возьмите. Тем больше, тем лучше они вам понадобятся там. Потому что вы на передке там, ну, на передке есть мазанки украинские. И там, ну, импровизированный комок, ну, магазин сделанный. Ну, там все втридорого там. Если не в 10 раз дорого там. Кому война, кому мать родна. Поэтому лучше здесь возьмите подешевле. Что еще взять? Возьмите много трусов, носков, ну, нижнее белье. Потому что где вы там стираться будете? Вот я там, когда ходил на Украине, я носки называл неделька. Ну, поносил там недельку, раз, выкинул. Либо 4 дня там иногда. Ну, зависит от того, что сколько ты походил там. Мало, много походил. Потом еще у меня есть друг, Герман тоже зовут. Он мне подсказал, когда я уезжал. Очень много подсказал тоже. Возьмите, вот, когда вот вам будут там форму выдавать, вот, тактические берцы, когда вот, ну, уставные будут давать, с простыми носками оно натирать будет кожу ног, ступни там, туда-сюда. Эти берцы носите с уставными носками, они как чулки, короче. Без задней пятки, короче, ну как чулок черный такой. Не выкидывайте их, с этими носками надевайте берцы. Тогда ноги натирать не будут. Вот это вот мне Герман подсказал. Ну еще что здесь? Если по возможности, купите себе здесь бронежилет и разгрузочный ремень тактический, куда можно вот эти магазины вешать туда-сюда. Потому что вы в броне будете, это ратник, он килограмм 18 весит. Представляете, вы туда вот магазины все повесите, там все навесное, гранаты там, вот на плечи очень будет давить. А вот набедренный ремень, он получается разгружает с плечи, очень удобно. И набедренный ремень, он идет с этими, ну, купите эти к ним. Ну, они сами идут с этими, с карманами для магазинов, которые отстегиваются. И набедренный ремень возьмите так, который, он идет двойной. Сначала ты липучкой ремнем затягиваешь, а потом уже основным ремнем. Вот такой ремень очень удобный, набедренный. Он разгружает плечи. Потом еще что взять надо будет с собой? Карабины возьмите. Это карабины цепляют на броник твой сзади, спереди, чтобы тебя, ну, если тебя ранят, чтобы тебя затрехсотят, чтобы вытянуть мог себя. Веревку возьмите нормальную, хорошую такую, крепкую. И кошку. Бывает же, продаются такие, которые выдвигаются, такие 3 кошки. Это для того, чтобы, допустим, ты зашел куда-то надо зайти, там, дверь открыть или еще что-нибудь. Кошку нацепил и потянул. Потому что там все заминировано. Там не ходите, там двери просто не открывайте на Украине, там на передке, там эти шкафы, там ничего не открывайте, там, потому что все заминировано, там земли ничего не поднимайте, там магазин от калаша лежит, там не трогайте, деньги лежат, там что-нибудь такое ценное лежит, не трогайте вообще, потому что там все заминировано. Там в оба глаза надо смотреть. Еще такие моменты бывают, вот блесна же есть, вот, тоже вот как кошка тоже, ну, на щуку там, рыбаки же знают, вот на эту блесну тоже вешают гранату. Идешь, допустим, по лесополке, она раз тебя зацепила, дернул, все, она рванула. И ты ее хуй как оторвешь. Поэтому ножницы с собой хорошие берите тоже, тактически. Если есть такие. Ну, можно простые ножницы. Потому что везде там, они леской зеленой подтягивают, ну, завязывают ее, чтобы не видно было на зеленке. И желательно всегда в форме вы КПВО ходите. Вот в такой не ходите, потому что укропы такую форму тоже носят. Где-нибудь там будете на лесопосадке сидеть там, а там либо выйдете посрать куда-нибудь, а там
другие будут идти там, ну, не обстреляны еще, заходить в лесополосы. Везде там мины разрываться будут, а они с испугу увидят такую форму и ёбнут вас. Ну, даже, ну, как сказать, на этом, на нерве там, на мандраже раз, на курок дернется и ёбнут. А ВКПБО форма, которая наша, Леонида, ну, вы ее везде увидите, который срочники носят, такого цвета. Человек даже инстинктивно вас не ёбнет, потому что эту форму он видел в части, там, в учебке, в войсках, везде видел, поэтому он даже, ну, все равно не ёбнет. Потому что укропы такую форму не носят, как ВКПБО нашу. Потом еще что с собой взять? Что там? Штыковую лопату хорошую возьмите, наточите ее, потому что каждый день вы окопы будете копать. Каждый день, каждый божий день. Потом возьмите себе, купите берцы, да. Я вот тактические берцы купил, которые вот на кнопке и с леской. Это очень удобные, ну их еще кроссовками называют. Они очень удобные, короче. Когда вот отстегнул и все, берцы сразу скинул. Либо застегнул и закрутил, там леска идет. Очень удобно, вот я в таких ходил. Видео я снимал, может кто-то видел, там, как по окопе я хожу, там по чаче. Чача это называется, короче, ну вот это глина с водой, там она в окопе постоянно, ее постоянно выгребать надо совковой лопатой, когда заливает. В блиндажах будете лежать там везде эти мыши бегают, все там, форму, рюкзаки, все прогрызают там они. Поэтому, если есть охотники, возьмите вот такие, помните, раньше же были такие, на деревянные эти капканы были для мышей, вот такие купите. Ну, так, для прикола там, чтобы между боями охотиться, как говорится. Так, еще что сказать надо. Сигарет побольше берите, потому что там на Украине ботва, короче, у них там сигарету если дают, то не накуривайся. Как будто вот ботву набили там какую-то. И уставные сигареты тоже плохие, тоже как будто ботву там набили, не накуривайся, короче. Куришь ее. Сигарет побольше берите, либо вообще махорку купите, вообще тема будет. Кулек махорки взять, рюкзак закиньте тоже. Так, про нижнее белье я сказал, потому что где вы там стираться будете? Там все заморалось, там раз выбросил, снял и выбросил. Тактические перчатки обязательно купите, они нужны будут вам. Тактические перчатки хорошие надо купить. Броник здесь, если есть возможность, купите с кевларом и с керамическими плитами. Они легче, вам самим легче будет. Еще что? Как сказать, из себя там Рэмбо не стройте нигде. С людьми обращайтесь нормально, потому что разные люди есть там. Ну, бывают такие маменьки, там, сыночки там. Хули он такой по жизни там, не надо его гнобить, а наоборот подтянуть к себе туда-сюда. Потому что ты вот сейчас человека гнобить будешь, а завтра ты, бля, где-то на мине подорвешься, блядь. Кто, бля, рядом он будет, бля. Он тебя вытаскивать будет. А ты его до этого гнобил. Да он сказал, да пошел ты нахуй, бля. Тебя еще здесь тащить нахуй, правильно же? Кипятильник с собой возьмите, потому что там, ну, в часть приедете, когда в казарме будете лежать. Конечно, там такие условия не такие, которые вот, блядь, по уставу прямо. Нет, есть уставные эти казармы, которые, блядь, срочники там служат. А вы-то будете в такой казарме, блядь, для мобилизованных, там, блядь, везде грязно, блядь, пиздец, нахуй. Спальники будете лежать, там не будет, там просто не туда-сюда. Одеяло будет, и эта подушка, ну, подушку еще тут наволочкой обернут и все. А этот вещмешок возьмите тонкий, но теплый найдите, как я вот себе нашел. Бывают, ребята, такие толстые, большие такие эти, спальники себе покупали, потом таскаешься тоже, она же тоже тяжелая. Бывало, что ребята вот по 3 рюкзака брали маленьких там, не тактических, вот я именно конкретно большой рюкзак берите, который по 8 штук стоит, там 10 штук, тактический рюкзак, либо охота и рыбалка. А так вот некоторые ребята маленькие рюкзаки брали, по 3 рюкзака таскают, там, ну мучаешься, сегодня тут, завтра там, блин, с этими рюкзаками где ты будешь бегать? Купите себе тапочки китайские резиновые, там, чтобы ходить в них там по казарме, допустим. С людьми обращайтесь хорошо там, и забудьте слово там ёб твою мать, туда-сюда, потому что там люди разные, там, некоторые сидевшие там по 20 лет, нам. Вообще лучше матершину забыть там, потому что могут потянуть там. По деньгам тоже там ситуации было. У нас одна ситуация была, там кипиш поднялся, там один занял денег, не отдал. Поэтому если там занимаете у ребят деньги, обязательно вовремя отдавайте,
чтобы тоже там, говорю же, там разный контингент будет. И директора какие-то там, и бизнесмены там. Если ты бизнесмен, там, можешь себе позволить купить себе тепляк. Потому что там на передке китайские тепляки выдают, они глаза садят, короче, да, вот ночью сидишь, там темно вообще, там, на Украине ночью вот так сидишь, друг друга не видишь вообще, нахуй. Особенно зимой, там вообще ничего не видно. Поэтому тепляк купите. Он начинается, заебальский тепляк начинается от 250 тысяч рублей, хороший, если вы бизнесмен. Потом, если вы там, допустим, ну, интеллигент такой там, вам лучше это забыть, потому что там, как вы со мной обращаетесь, там, туда-сюда, там, эй, ты, бля, ханорик, нахуй, ты, бля, въебываешься, нахуй. Это такие моменты там тоже, блядь, это все учитывать надо. По-человечески надо себя вести там и, как и за свое стоять тоже, допустим. Если ты видишь, что человек не прав, допустим, ты ему скажи это, хотя он там мощный перед тобой, мощный, сочный, ты его не вывезешь, нахуй, если ты видишь, что он, бля, молодой, нахуй, крепкий. Ты скажи, может, я тебя не вывезу, но, говорю, ты все равно не прав. Свою точку отстаивайте все равно, если, ну, где-то, бля, надо, нахуй. Это в коллективе, бля, приветствуется, нахуй. Там, и вот отсюда, короче, соберут вас, нахуй, и группой отправят. Ну, если вы подпишете контракт, вас отсюда отправят бортом до вашей части. В основном мы, дальневосточники, относимся к 35-й армии дальневосточной. И вот, скорее всего, на Дальний Восток куда-то вас отправят. И там, если, допустим, если ты ну, в армии был там, либо до этого участвовал в каких-то там конфликтах, там, ты можешь без учебки прямо сказать, я хочу сразу поехать. Тогда тебя первым же бортом отправят. А если ты хочешь там чему-то обучиться, тебя отправят в учебку там. На месяц отправят. Будут обучать, там, покажут стрелковое оружие, все, которое есть в наличии Министерства обороны, там. Кто в танкисты уйдет, кто на БМПшники уйдет, там, на мотолыги, короче, ну, вот так, короче, распределят. И, допустим, если ты, вот, военники в армии, когда в срочку служил, ты был, допустим, сапером, это не значит, что ты сапером попадешь, нахуй. Тебя могут вообще в танкисты запихать или в артиллеристы, нахуй. Вот у меня вот друг один есть тоже, он сейчас в морской пехоте. Он призвался тоже, мобилизовался, как я. И сначала он был морской пехотой, потом стал мотострелком, потом сейчас уже вообще в артиллерии служит. Сейчас прямо вот тоже общался со мной. Уважайте друг друга, якуты особенно там держатся. Подтягивайте, ну, друг друга, за дружкой следите, смотрите там. Никого не обижайте там, потому что всем, когда вот там на передок попадают, становятся братскими сердцами, да, чуть ли там все не общее. Допустим, у нас момент такой был, у нас в отделении сигареты закончились, и у меня одна пачка осталась. Мы эту пачку скурили, и потом 3 дня без сигарет, что ли, сидели. Такой момент тоже 2 дня или 3 дня без сигарет сидели, потому что там как-то вот так, когда я там на передок приехал, там такое братство, там иди там в кладовке возьми автомат. Там вот бронежилет возьмите, там один пришел, мне березу, там гранату подарил, короче, вот так, короче. Ничего подростков я там не брал, там. Каска там стоит, там, дрон пришел, мне говорит, вот каска чья-то там, он это затрехсотился, там, увезли, или там еще там, задухсотился, все как положено. Так жить можно, но там учитывайте, что там постоянно летают, все, что оружие есть, по тебе ебашит там. Ты в любой момент, вот, ты сидишь сейчас, чай пьешь, а завтра тебя уже нету, нахуй, инвалид, нахуй, либо, бля, в плен попасть можешь, или еще что-нибудь, нахуй. Ты к этому должен уже морально уже подойти, после этого идти, допустим, ну, морально должен подойти, понять, что ты вот решил все, ехать на СВО, нахуй. Ты должен осознавать, что, блядь, последствия какие, нахуй. Это вот мне повезло, я сейчас сижу с вами тут разговариваю, лясы точу, блядь. Ну, там много, блядь, у кого-то, блядь, кукуха, блядь, слетает, нахуй, фляга текет. И не бухайте, нахуй. Когда туда будете ехать, не бухайте. В этом, на передке не бухайте, потому что если будете бухать, нахуй, кто бухает первым, двухсотится, нахуй. Уважайте друг друга, вот самое главное всегда, я говорю, уважайте. Никогда никого не обижайте. Все, ну, по делу должно быть, нахуй. После учебки, ну, учебки там тоже народу дохуя будет. Все тоже там... Контингент будет очень много там. Пытайтесь учиться чему-то там. Командиры будут объяснять там. Инструктора будут объяснять. Пытайтесь там изучать. Потому что вам все это там на передке понадобится. Нам, помню, утес притащили. Мы его потом устанавливали.
Вот, так. Кто в танковые войска попадет, тоже все обучайте. С какой стороны, блядь, к танку подойти, блядь, как на него залезть, нахуй, блядь. Все это, все изучайте, потому что вам это понадобится, потому что там возьмут вас, запихают, допустим, командиром танка, либо там наводчиком, либо мехводом, блядь, а вы нихуя не умеете, нахуй. Поэтому тоже, ну, старайтесь все вникать, потому что это все потом вам на передке понадобится. И водку не жрите, ни наркотики, ни водку, там наркоты тоже растет она прямо, эта конопля там на Украине. Не курите, не долбите, не бухайте, нахуй. И 4 жгута обязательно, либо вообще 5 возьмите жгутов кровоостанавливающих. Не такие вот эти штанги там, либо какие-то там маленькие там, а конкретно вот советские, помните, такие красные жгуты были, они в аптеках продаются. Вдруг тебя там посекет полностью, нахуй, чтобы руки, нахуй, ноги, нахуй, чтобы было. Один жгут здесь должен быть, второй здесь должен быть, третий на приклад закрутите. А четвертый, он идет, специальный вам аптечку дадут, он впереди идет. А четвертый возьмите специально в этом, вам дадут, там будет жгут, аптечка, на броню тоже вешается сюда. Бинт будет и пармидол будет. Пармидол не проебите. Потом, я не знаю, если проебете, вас с Украины не выпустят, потому что он в строгой отчетности идет. Ну, я себе запасной имел. Запасной пармидол у меня был. Там, отработал тоже. Это вот я русскоязычным ребятам рассказываю, потому что на якутском я уже разговаривал, блог уже вот сюда заливал, и там мне писали, чтобы, ну, перевод хотят они, что переводчик не работает, потому что с якутского языка не переводит. С учебки вас отправят туда, на Украину, через 0 будете проезжать. 0 это как бы, получается, старая наша граница между Украиной, вот через 0 заезжать будете, там уже поймете сразу, там люди уже на вас, когда вот в магазин будете ходить, там сигареты покупать, вот, люди уже на вас косо будут смотреть, не здороваться будут там в магазинах туда-сюда. Карты наши там не работают, симки наши не работают. Ну, правда, у меня Йота была, Йота работала. Там работает Vodafone, Kyivstar, 7 телеком. Лучше 7 телеком покупайте. И покупайте через подставные паспорта там или еще что-нибудь. На свое имя вообще там не покупайте симки. Там все равно на передке, в блиндажах у вас будут эти, Wi-Fi будет или еще что-нибудь. Там раз прибежишь, телеграм закачаешь, и сразу, ну, можно уйти, а потом вечером можно телеграм смотреть, сидеть, он остается там, когда вот закачаешь телеграм. Новости смотреть туда-сюда. На нуле будут говорить, телефоны выкидывать. Не выкидывайте, лучше спрячьте где-нибудь, потому что все это пиздеж наш. Ну, пацаны выкидывали, говорят, вот рассказывали мне. Даже iPhone там 13 или 14, кажется, один там парень разбил его там, рассказывал. Из другой бригады там. Ну, как-то так вот. Ну, я пытаюсь вам быстро это все рассказать, потому что вы просили на русском языке. А так, до этого на якутском языке там 40 минут свои рассказывал, там, что вы с собой вести. Подсумок для ништяков возьмите, большой такой, чтобы раз руку запихал туда, раз достал там конфетку там или еще что-нибудь там. Вот так вот, короче. Что там еще? Посерьезнее там надо будет, там как. Привезут вас там сначала за 30 километров до передовой. Там будете ждать ночи, а потом ночью будете прорываться с машин. Приедет Урал, либо КамАЗ с бревнами. А бревна нужны для накатов. Там нет на Украине, на Запорожье тем более нету бревен вообще, там дефицит. И ночью прорываться на этих бревнах будете. Он будет нестись без фар там, потому что палево везде, дроны летают. БПЛА летает, это фурия летает. Вот эта фурия нас задолбала там. Небо красное, небо синее, всех сразу, блядь, в окопы, блядь, прыгайте нахуй. Небо красное это когда вот наши самолеты летят, грачи, блядь, а небо синее это когда украинские, блядь, что-нибудь там летит нахуй. Там бывало, что, блядь, дружественный огонь, хуйню, поэтому, блядь, как только сказали, небо красное, небо синее, там, даже если синее, даже если красное, все равно в окоп ныряйте нахуй. Береженого Бог бережет, как говорится. Иногда в мазанках жить будет, там, война же. Полевая там. Пытайтесь такие находить места не ништяковые, блядь, где комфортно, блядь, жить, а наоборот, где-то, блядь, гаситесь где-то подальше, блядь. Потому что где комфортно, сразу палят нахуй.
Там не ссыте, где попало в туалете, потому что там они реагенты какие-то делают, и на мочу, короче, влияет там та вода, которую куда ты ссышь, нахуй. Реакция происходит и взрыв происходит, короче. Такое тоже есть. Поэтому там ничего в шкафу не открывайте, ничего не берите, не трогайте, там все заминировано. Потом затрехсотитесь, это как, затрехсотитесь, это еще спасибо, бля, если не затрехсотитесь. А так там все кровь, пот, грязь, там все там, чача. Потом вам жетон выдадут вот такой. Вот по этому жетону в личном кабинете зарегистрируйтесь сразу же. Потому что пока интернет хороший, зарегистрируйтесь. Там вся информация будет для вас, там зарплата туда-сюда, если что. Зарплата, ну, где-то около 200 тысяч, 204-203 тысячи рублей. И там зависит от активности, короче, там, ну, боя, там атака, не атака, там, вот от этого от всего там. Командиры табелируют там. Табель, боевой журнал, если там все табелируется. Если, допустим, у вас атака была там положительная, то там зарплата прибавляется. Там. Сбили там что-то там, подбили там, все это тоже оплачивается. Что еще там взять? Ну, балаклаву возьмите себе какую-нибудь. Ну, я трубу носил. Труба — это когда вот голову не закрывает, а просто, ну, натягиваешь ее как трубу и все, как говорится. Вот. И возьмите еще этот, как его, под автомат. Вот эти же бывают. Вот здесь особенно вот волонтеры. Вот я про волонтеров не говорю. Они молодцы, они все вот делают, они молодцы. Вот они, кстати, вот таблеток возьмите у них, они таблетки дают. И вы сами тоже возьмите таблеток, побольше таблеток. От живота, от головы, там, не знаю. Потому что таблеток там ни хрена нету таблеток. Активированный уголь, там мизим, там, или там амес, там что-нибудь такое там. Ну вот волонтеры, кажется, дают, вот у них возьмите. А вот то, что волонтеры шили форму, вот эту не берите, она не военная, она рвется. Конечно, спасибо им, но для вас это будет просто, как сказать, лишний вес будет, лишний груз. Балаклава нужна будет, потому что вы там в Уралах будете ехать, КамАЗах, там на бортах, все это в пыли будет, все это вам в нос, в рот будет идти, там прям все стряхивать себя будете, там 5-миллиметровый слой пыли там все будет. И если вы идете добровольцем, вы должны понимать, что вы все равно на передок попадете. Потому что добровольцы все равно на передок всех отправляют. Мы, помню, ехали тоже, там много же линий обороны, там звук дракона, там, я думаю, ну хоть бы нас здесь ставили, хоть бы нас здесь. Хрен нах. Привезли на самый передок прямо и выкинули там, и Урал развернулся, вижу, съебался сразу, потому что его там сразу подбили. Что еще? По-русски, да? По-русски вам все рассказать надо. Ну да, боевое братство должно быть. Самое главное — это люди. Люди. Не бухайте, дружите, поддерживайте своих друзей. Там сразу видно человека. Человека сразу видно, кто он по натуре, кто что. Ну, это не дает вам права вот кого-то обижать там. Наоборот, потяните этого человека. Люди в бою раскрываются. Возможно, он еще лучше вас может быть там. Всякие люди бывали там. По-разному все смотрят. Каждый по-разному реагирует на войну. Вроде бы так-то все, в принципе, сказал. 30 минут с вами общался. По-быстренькому пробежался. Ну, как-то так. Ну, если еще что-нибудь у меня будет, я обязательно доведу до вас. Если какие-то вопросы будут, сюда задавайте прямо. Я потом вам отвечу в другом влоге, если что. Ну ладно, как говорится, всем удачи. Берегите себя. Любите родных. Всего доброго, до новых встреч. Хоть однажды видел это, тот не забудет никогда.